достаточно в уютной, почти домашней обстановке обсуждать особенности поступления абитуриентов с ОБЗ и с инвалидностью. У нас были анонсированы приглашенные гости. Это региональная общественная организация инвалидов «Перспектива», город Москва. Также мы приглашали наш Минобр и опорный центр или пункт инклюзивного образования Якутский колледж связи и энергетики. Если кто-то из перечисленных спикеров подключится, мы обязательно дадим им слово. Если нет, то сегодня я бы хотела обсудить кратко особенности поступления, дать слово приглашенному нашему спикеру. И, конечно же, хотелось бы собрать ваши запросы, проблемные ситуации, с которыми вы столкнулись, потому что летом на базе благотворительного фонда «Харсхал» у нас откроется с вами консультативный пункт по профориентации и поступлению для абитуриентов нашей категории, то есть для подростков, у которых есть статус ОВЗ или инвалидность, и у которых возникает вопрос, куда же можно поступить. Давайте тогда потихонечку будем начинать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Если вы смотрите в записи, мы эту запись выложим на YouTube, и в описании к видео мы укажем телефон нашей службы заботы. Поэтому, если у вас есть вопрос, комментарий, который вы хотели бы задать, необходимо адресовать его нам, желательно на WhatsApp. Меня зовут Зарубина Елизавета. Я работаю в фонде «Харсхал». По образованию я педагог-психолог. По профориентации я написала диссертацию, но и так сложилось, судьба распорядилась, что сейчас я провожу профориентацию для ребят с ОВЗ и с инвалидностью. И, к сожалению, есть вопросы, которые повторяются из года в год. То есть цель нашей сегодняшней встречи — поговорить об информировании, то есть не поговорить об информировании, а проинформировать вас о том, как обстоят у нас дела с поступлением в колледжи и вузы. Вузы, у нас их не так много в регионе. И немножечко сменить понимание того, как осуществляется образование ребенком по окончанию школы, потому что есть в этом вопросе некоторые особенности. Например, вот это запросы прошлого года. Например: здравствуйте, у моего ребенка ДЦП, ходит на ходунках, закончили школу 11 класс, сдавали ГВ, то есть ЕГЭ не сдавали, сдали просто общий экзамен и получили аттестат. Куда можно поступить, подскажите, пожалуйста. Ну, либо мы тоже сдавали ГВ, только по комиссии ПМПК на базе 9 класса, хотим поступить на специальность рабочую в Якутске. Посоветуйте куда-нибудь. И так сложилось, что у нас есть колледж для детей, не для детей, а для взрослых, которые имеют инвалидность и могут туда поступить. Он находится на Сергеляхском шоссе. Но есть некоторая сложность, которая заключается в том, что там представлены не все виды специальностей, не все могут и хотят там учиться. Поэтому возникает логичный вопрос, могу ли я поступить в другое место и как вообще с этим быть. То есть мы сейчас начнем с обсуждения общих вопросов. Немного будет обзор на законодательную инициативу. У меня здесь 67 слайдов, но по некоторым я буду говорить очень кратко для того, чтобы упростить понимание того, что же делать после школы. Нам очень важно разделять статус ОВЗ и статус инвалидности. Статус ОВЗ – это ограниченные возможности здоровья, которые устанавливает комиссия ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия. У нас их в республике подразделяются на 2 уровня. Городская, которая находится на Родзинского, и республиканская, которая находится на Ломоносова. Республиканская, в свою очередь, контролирует также районные ПМПК. Статус инвалидность у нас устанавливается комиссией медико-социальной экспертизы, медико-социальной комиссией.
которое изучает медицинские документы и выносит определенные ограничения по виду жизнедеятельности человека. То есть это более стойкое нарушение в развитии здоровья. Ну и вообще в целом мы говорим, что образование является одним из способов социализации и реабилитации людей с инвалидностью. Поэтому мы обязательно должны думать, что мы можем предложить ребенку с ОВЗ или с инвалидностью, когда он закончит школу. Потому что, к сожалению, единственный понятный маршрут – это то, что ребенок заканчивает школу, сидит дома, никуда не трудоустраивается, либо встает на биржу труда, и плюс-минус вся жизнь в каком-то непонятном виде происходит. Чтобы этого избежать, нам необходимо, если мы работаем в этой сфере, области, то нам нужно, конечно же, изучить законодательную практику. То есть это будет больше полезно для учреждений. Скажите, пожалуйста, звук есть? Валентина, пожалуйста, попробуйте перезагрузить. Будет запись. Если вдруг вы что-то не услышали, мы обязательно запись вышлем. Ну и в целом у нас законодательная практика в области общеобразовательных программ, которые... У нас есть несколько федеральных законов, которые регламентируют образование в целом и образование ребят с инвалидностью. Некоторые из них здесь приведены. Но один из них и самый главный – это федеральный закон об образовании, который говорит о том, что в Российской Федерации гарантируется общая доступность и бесплатность в соответствии с ФГОСами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднепрофессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатного высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. То есть мы говорим про то, что дискриминации в вопросах состояния здоровья быть не должно. Законодательная практика выглядит у нас таким образом. После 9 класса ребенок сдает ГВ или ОГЭ. Эти экзамены, они не влияют на поступление, но влияют на получение аттестата. То есть, получив аттестат, ребенок по среднему баллу может поступить либо в техникум, либо в колледж. Техникум – это базовая подготовка, колледж – более серьезно углубленная подготовка, и делятся они по сроку обучения. После 11 класса мы можем сдать ГВ либо ЕГЭ и также поступить в техникум, в колледж, либо в вуз. То есть в вузе мы получаем образование более высокого уровня, чем техникум-колледж. Техникум-колледж издревле считается у нас среднепрофессиональным образованием, либо среднеспециальным учебным заведением. Сейчас корректно его называть ПОО. То есть немножечко аббревиатура сменилась, но смысл не поменялся. Есть техникум, колледж, есть вузы. Тут я опять привожу законодательную практику, потому что мы говорим о том, что люди все имеют право получить образование без дискриминации, как правило, особенно по состоянию здоровья, и органами местного самоуправления должны создаваться необходимые условия без дискриминации для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. В республике у нас есть закон Республики Саха-Якутия от 15 декабря 2014 года, чуть-чуть перескочила, в котором прописана глава 3 «Обучающиеся» и статья 18 «Организация профессионального обучения». Можете посмотреть, если интересно. Когда мы говорим про то, что у ребят нашей категории граждан могут быть некоторые сложности, они, конечно, начинаются не только к выпуску со школы, но они сопровождают как будто бы с начала момента поступления ребенка в школу.
То есть перед тем, как пойти в школу, ребенок должен выбрать вместе с родителем, точнее родитель вместе с ребенком должны выбрать школу, в которой будет обучаться ребенок. То есть это коррекционная школа, либо инклюзивный класс в обычной школе. Очень важно отметить, что когда родители обучают ребенка по определенному виду ПМПК, который устанавливает психолого-медико-педагогическая комиссия, не все виды обучения заканчивают школу с аттестатом. То есть кто-то заканчивает школу со свидетельством. Свидетельство значительно ограничивает ребенка в выборе продолжения послешкольного образования, поэтому необходимо вот в зависимости от нарушения ребенка мониторить актуальный уровень его развития и образования, ну и быть к этому вопросу очень внимательным, потому что, к сожалению, как правило, родители чаще всего только после того, как закончат школу, начинают задаваться этими вопросами. Поэтому, чтобы такого не было, мы проводим вот такие встречи. Также внутри школы, когда ребенок поступает в школу, мы определяем индивидуальную программу и подбираем методики учебно-воспитательного процесса. Мы также по стандартам должны сопровождать ребенка психологически и медицински для того, чтобы была возможность максимально скорректировать нарушенный вид развития, если это возможно. И ближе к концу школы мы должны проводить предпрофессиональное и профессиональное самоопределение, которое позволит человеку интегрироваться в социум и самореализоваться. Перед тем, как проводить профориентацию, конечно же, мы должны исходить из степени интеллектуальной и физической трудоспособности человека, то есть насколько он сохранен в интеллекте, насколько он может передвигаться, есть ли у него какие-то принципиальные ограничивающие возможности, которые есть, и какие мы можем предложить ему в соответствии с этим профессии для освоения. Очень важно, например, когда мы говорим про профориентацию, а профориентация – это педагогический вид деятельности, психолого-педагогический, мы немножечко должны углубиться в медицинское понимание болезни для того, чтобы понять, как болезнь может, так сказать, проявить себя в работе у человека. Также очень важно проводить просветительское информирование. Умение удачно выбрать профессию само по себе ни у кого не появляется. То есть дети 11 лет в школе проводят в крайне ограниченном таком мире, а рынок труда – это что-то очень объемное. И поэтому нужно профориентационные мероприятия проводить чуть-чуть заранее, чем 9 класс, для того, чтобы изучить интерес ребенка, была возможность что-то попробовать. И то есть, по идее, вопрос профориентации – это не мы закончили 9 класс, пожалуйста, сделайте нам тест и скажите, куда нам идти. Это какой-то комплекс мероприятий, который ребенок проходит, для того, чтобы у него потом была возможность практически автоматом определиться, куда ему можно было пойти. Конечно, ключевую роль должна играть именно посильность вида деятельности для человека. То есть вот у нас есть конкретный человек с конкретным физическим или интеллектуальным ограничением, и мы должны понять, что мы можем предложить. Например, у меня на слайде есть пример, я его зачитаю. Рассмотрим момент на примере детей с нарушениями зрения. Они вполне могут справиться с техническим, аграрным и обслуживающим трудом, разумеется, с отдельными его элементами. Кроме того, слепые и слабовидящие успешно изучают азы электроники, их допускают к работе разных материалов, электромонтажным и механосборным работам, ремонту мелкой и крупной бытовой техники. Из них получаются неплохие повара и кондитеры. То есть, как пример. Также в рамках профориентации мы должны проводить коррекционное направление работы. Его задача заключается в том, чтобы обеспечить ребятам максимальную самостоятельность и независимость при выборе профессий. То есть мы должны способствовать разумному и осознанному самоопределению. Ну и консультативная – это уже обязанность педагога, который работает с детишками с инвалидностью, консультировать их в процессе выбора занятий, кружков, спортивных секций, обучающих курсов, а впоследствии и колледжа либо высшего учебного заведения, для того, чтобы была возможность правильно ориентировать ребенка.
Здесь у меня перечислены подходы к профориентации для разных нозологических групп. Например, при нарушении слуха мы должны подобрать работу, где максимально может быть ну, как бы снижена вероятность высокого стрессогенного фактора, потому что это может провоцировать развитие болезни. Вот. Ну, как бы работа по адаптации ребят с инвалидностью ведется, но она ведется достаточно точечно, и поэтому то, что вот как бы есть в обобщении, мы про это и говорим. То есть, например, когда у ребенка есть нарушение опорно-двигательного аппарата, но полностью сохранен интеллект, мы должны понимать, что вопросы, например, профориентации и самоосознания себя в жизни, они могут быть чуть-чуть отличны от ребенка, например, с нарушениями слуха. И как быть, как правильно работать, вот это нужно как бы изучать на каких-то конкретных кейсах, на каких-то конкретных проблемах. Давайте перейдем к вопросу того, что делать, если у нас есть абитуриент с инвалидностью, который хочет куда-то поступить. Мы должны помочь ребенку определиться с подходящей профессией или профессиональным направлением. Не обязательно в рамках консультации сразу говорить, что ты будешь поваром, либо как бы не обязательно ограничивать вплоть до понимания профессии. Мы можем определить какое-то профессиональное направление. Потом в рамках тех интересов, которые мы определили, интересов и возможностей, мы подбираем 3-4 наиболее подходящих учебных заведения в выбранном направлении. При этом очень важно отметить, что при поступлении в колледж, техникум, училище оцениваются не результаты ОГЭ, ЕГЭ, а средний балл по аттестату. К сожалению, важно отметить, что у нас в республике нет льготных мест в колледже для ребят с инвалидностью. Также очень важно на этапе профориентирования ребят говорить с родителями, но если вы родитель, то непосредственно находиться в диалоге с учителем, с психологом, в общем, с теми специалистами, которые учат вашего ребенка для того, чтобы как бы на каком-то интуитивном выборе, на интуитивном моменте помочь ребенку с выбором. Если есть сложности или сомнения в выборе, необходимо обратиться к специалисту, который осуществляет непосредственно консультации по профориентации. Ну вот уже второй раз хочу важным отметить, что необходимо уметь сопоставлять противопоказания по работе, связанные с состоянием здоровья. Ну и необходимо учиться и готовиться к экзаменам, ориентируясь на самый желанный вариант из своего списка. То есть вот мы с вами 3-4 образовательных учреждения для ребенка определили вместе с ним и, ну, условно говоря, визуализируем возможность поступления в эти учебные заведения. Вот. После того, как мы получили аттестат, что же делать дальше? Тут я дальше тоже привожу законодательную практику, ее зачитывать не буду, но еще раз хочу подчеркнуть, что у нас есть два документа об образовании, с которыми ребенок заканчивает школу. Это у нас свидетельство о том, что ребенок прослушал курс школьный, и аттестат о том, что ребенок достаточно успешно прослушал школьный курс, смог сдать экзамены и подтвердить вот эту вот квалификацию, в смысле не квалификацию, а подтвердить понимание того материала, который он изучил в школе. Для абитуриентов без аттестата я хочу сейчас перейти на конкретную вкладку и хочу показать вам. Много есть вопросов, кто регламентирует вопрос образования. Открою страшный секрет, да? Секрета нет. Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, вот оно, ведет страничку для абитуриентов, где указана информация, которая необходима для поступления. Можно ее найти во вкладке «Главное абитуриенту, поступающими в организации среднего профессионального образования». Вот у нас здесь прикреплен справочник абитуриента. Обратите, пожалуйста, внимание, что справочник абитуриента у нас сейчас
мы можем ориентироваться только на справочник 2022 года. Справочник публикуется, как правило, в конце июня. То есть единственное сейчас, куда могу вас определить, это только на справочник 2022 года. Как выглядит справочник? Здесь вот у нас есть информация о 42 учреждениях СПО Республики Саха-Якутия, указаны даты приема документов и, конечно же, перечислено содержание, то есть где какой колледж, тут вот указано наименование, где находится, сайт, электронный адрес, контактный телефон, профессия либо специальность, срок обучения, вариант оплаты, то есть бюджет либо платная, и план приема на базе 9, на базе 11, вот, очно, заочно и так далее. Можно отсканировать, и тут у вас будут полезные статьи, то есть вы можете здесь посмотреть. Что касается абитуриентов нашей категории граждан, по-моему, к сожалению, здесь информация не содержится. Да, зато здесь есть информация о федеральном проекте «Билет в будущее», который помогает ребятам попробовать. Нет, к сожалению, эту презентацию я не могу выслать, но некоторые части из нее я вышлю. И ссылки, про которые я вам говорю, я тоже вышлю. Федеральный проект «Билет в будущее». Ваша школа в этом году обяжут все школы, ну, либо уже обязали войти для участия в проекте «Билет в будущее». Он позволит пройти профпробы, которые в теории должны приблизить ребят к пониманию вопроса, что же выбрать. И, к сожалению, по опыту работы могу вам сказать, что не все школы активно подключаются для участия в проекте, особенно школы нашей категории как-то неактивно и, ну, фактически лишают ребят какой-то возможности профориентации. В целом, как выглядит маршрут? Можно подать документы 3 способами: почтой, онлайн, либо принести очно. Здесь вот указана регистрация подачи документов через госуслуги, то есть вот как выглядит вот прием документов онлайн. И что самое интересное, вот здесь вот непримечательной строкой есть приказ министерства от 17 мая 2022 года о приеме детей-инвалидов, лиц с инвалидностью и детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными формами умственной отсталости на обучение по программам профессиональной подготовки на 22-23 учебный год. То есть я призываю вас активно изучать вкладку «Абитуриенту Министерства образования», потому что в прошлом году мы, к сожалению, упустили этот момент. И очень важно отметить, что вот здесь ограниченное количество мест и специальностей, куда можно поступить ребятам, которые закончили школу со свидетельством. И что самое важное, комиссия принимает документы с 31 мая и заканчивает прием 24 июня, когда как общая приемная кампания у нас стартует не позднее 20 июня. То есть если вы не будете мониторить этот вопрос и держать руку на пульсе, есть вероятность того, что вот эти места пройдут мимо вас. Мы сделаем запрос в Минобр, чтобы уточнить, когда выйдет приказ по 2023-2024 году. Но, к сожалению, вот по ребятам, которые закончили школу со свидетельством, это практически единственное, что мы можем вам предложить. Так, сейчас я еще раз верну к своему слайду. Угу. Угу. Так, ну вот аттестат у нас на руках. Также у нас есть центры, которые позиционируют себя как учреждение, опорное учреждение инклюзивного образования в Республике Саха-Якутия. Их 3. Южно-Якутский технологический колледж находится в городе Нерюнгри. Якутский колледж связи и энергетики находится в городе Якутске, находится на улице Петра Алексеева. И Жатайский техникум, который находится в Жатае. Вот. Эти учреждения позиционируют себя как открытые учреждения для ребят с инвалидностью.
Но, к сожалению, могу сказать, что перед тем, как проводить вебинар, мы собирали проблемные вопросы у наших родителей, и, к сожалению, они не могут положительно отозваться о том, что в учреждениях организовано инклюзивное образование. Не только в этих, вообще во всех. Мы сейчас конкретно говорим про колледжи. Что касается выпускников после 9 класса, после 9 и после 11, которые планируют поступить в колледжи. Законодательство не содержит каких-то специальных ограничений для выпускников 9 классов. Они могут подавать документы в такое количество колледжей, которые захотят. То есть захотите подать в 10 колледжей, подавайте в 10. Но для получения образования за счет бюджета, конечно же, необходимо будет выбрать что-то одно. Ну, как я ранее проговорила, документы можно подать 3 способами. Как изменились ключевые даты приемной кампании? Ну, срок начала приема заявлений на обучение документов, как всегда, у нас по традиции стартует не позднее 20 июня. Также у нас есть сроки завершения приема заявлений, поэтому здесь очень много есть некоторых оговорок. Есть места, куда нужно обязательно пройти вступительные испытания. Есть, так сказать, учреждения, в которых нет вступительных испытаний, и у них вот все даты для завершения приема заявлений разные. Поэтому очень важно научиться работать с сайтами учреждений, куда вы хотите поступить, для того, чтобы понять, какой у вас будет дедлайн и что необходимо предпринять для того, чтобы успеть подать документы. Ну, у нас добавились в этом году квоты для детей военнослужащих. Вот, то есть в новой реальности у нас будет 3 вида квот: целевая, особая и специальная. Целевые квоты у нас распределяет Минобр. Ну, то есть это целевое обучение, это когда вы подписываете договор трехсторонний, вы, Министерство образования и работодатель. Но чаще всего абитуриенты с инвалидностью и с ОВЗ, конечно же, не становятся участниками целевого обучения. Что важно выбрать, что важно уточнить перед тем, как подавать документы? Очень важно изучить сайт образовательной организации и посмотреть, есть ли у учреждения, колледжа либо вуза лицензия на право ведения образовательной деятельности. Вот так вот выглядит вот эта лицензия. Потому что, к сожалению, обращались ко мне ребята, родители с ребятами, которые подали документы в Северный медицинский колледж, у которого не было лицензии. То есть они проплатили обучение, их не обучили, деньги не вернули, лицензии нет, и как бы и все. Поэтому обязательно проверяйте документы. Есть еще свидетельство о государственной аккредитации вуза или колледжа. Это документ, который подтверждает факт успешного прохождения процедуры контроля качества за уровнем оказываемых образовательных услуг. Вот так вот он выглядит. Вот лицензия и свидетельство о госаккредитации. Также обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть вступительные испытания, которые проводятся в письменной или устной форме. И по нашей категории граждан у нас есть некоторые, как сказать корректно будет, условия, которые необходимо создать для того, чтобы пройти получается, необходимо перед тем, как вы будете сдавать вступительные экзамены, заявить о том, что у вас есть условия для особенного прохождения вот этих экзаменов. Также есть еще вот такой вот хороший сайт «Инклюзивное образование». Пожалуйста, посмотрите его. По-моему, он работающий, потому что, в принципе, все ссылки кликабельные. Вот. То есть здесь у нас есть, ну, как бы здесь собраны какие-то вот, допустим, вот можно пройти профтестирование, можно посмотреть атлас профессий, можно посмотреть, какие учебные заведения есть. Есть вот история успеха ребят с ОВЗ с инвалидностью. Вот. Ну и также есть события, которые проводятся, ну, как бы для того, чтобы немножечко изучить этот вопрос, если вдруг возникнет такая задача.
Так, сейчас мы перешли с вами к вступительным экзаменам. Ну, смотрите, на самом деле, перед тем, как сдавать экзамены, вы уже должны заявить о том, что у вас есть льготы, которыми вы хотели бы воспользоваться. Другой вопрос, что, честно скажу, иногда некоторые родители в целом не информируют колледж либо вуз о том, что у ребенка есть ограниченные возможности здоровья, потому что почему-то мы сталкиваемся с какими-то трудностями, которые не позволяют ребенку продолжить образование в рамках колледжа либо вуза. Вот. Ну, все мы знаем, что если у нас, вот если вы родители ребенка, у которого есть определенное нарушение развития, вы понимаете, что вам положено. То есть, например, под каждую нозологию есть определенные льготы, нет, не льготы, а как бы вот особенности сдачи экзаменов. То есть вы должны на них заявить о них заранее. То есть это вот, например, освещение, увеличивающее устройство для слабовидящих, например, задание, которое можно оформить увеличенным шрифтом. То есть для каждого нарушенного вида развития есть свои вступительные испытания, в рамках которых вы можете заявить об особенностях. Также здесь я прикрепила особенности сдачи ЕГЭ, но, возможно, это будет не актуально, потому что о них нужно было заявить до февраля. То есть вы обращаетесь в свою школу с уведомлением школы о том, что у ребенка есть особенности здоровья, в рамках которых вы хотели бы сдать экзамены в облегченном виде, например, не ЕГЭ, а ГВ, государственный выпускной экзамен. Вот. Также мы говорим про то, что у нас есть льготы для большинства как бы информирования о льготах у нас есть только в рамках вузов. То есть есть 10% мест, которые вузы обязаны выделять и распределять их между льготными категориями граждан, но их очень много. То есть это дети с инвалидностью, дети военнослужащих, дети, которые имеют статус сироты. То есть как бы поэтому тут очень важно как бы понимать, что соревноваться вы будете вот в этой льготной категории. Так, тут особенности экзамена. Вот. Так. Скажите, пожалуйста, если есть вопросы, на которые я могла бы ответить? Есть ли вопросы или нет? Потом, например, вот есть ответы на часто поступающие вопросы, их 25. Например, какие документы необходимо предоставить в ВУЗ, чтобы подтвердить статус инвалида? Для поступления в ВУЗ в рамках особой квоты необходимо помимо основного пакета предоставить справку об инвалидности, подтверждающий факт об установлении инвалидности, который выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Вот эти вот ответы я вам отдельно от своей презентации отделю и их отправлю. Все ли инвалиды могут претендовать на квотируемое место? Сколько таких мест? Может ли абитуриент участвовать в конкурсе по общему конкурсу? Ну вот те вопросы, с которыми сталкивается абитуриент, учитывая сложность вопросов, которые может быть. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы, на которые я могла бы сейчас ответить? Или если вопросов нет, мы можем передать слово нашему приглашенному гостю, который получил наши проблемные кейсы и может немного рассказать о деятельности той организации, в рамках которой они осуществляют комплексный подход к вопросу профориентации трудоустройства людей с инвалидностью. Так, при поступлении после 9 класса предоставляется ли общежитие?
Смотрите, общежитие есть при колледже, либо есть, либо его нет. Конкретно какой колледж? Сейчас вот мы столкнулись с вопросом, у ребенка эпилепсия в активной стадии, приступы происходят ночью, сможет ли он заселиться в общежитие один? Такой вот у нас сейчас есть кейс в работе. Если в то учебное заведение, куда вы хотите поступить, есть общежитие, вам общежитие дадут. Именно для детей с инвалидностью нужно уточнить, какое заболевание, может ли ребенок сам себя обслуживать и какие есть сложности. Почему вас этот вопрос беспокоит? Угу. У нас в фонде есть юрист, и если у вас есть вот хорошо решать вопросы, когда есть какие-то конкретные ситуации, например, вам отказали в обучении, либо вы не можете заселить ребенка, либо у вас не соблюли правила по сдаче экзаменов, а вы о них ранее заявляли, либо вы не знали о том, что есть сложности, есть возможности сдачи, как бы, да, то лучше обращаться сразу непосредственно к нам, описав вашу ситуацию, для того, чтобы мы смогли вам более точно помочь. Угу. Хорошо, если у вас есть вопросы, вы их, пожалуйста, пишите, мы на них ответим. Давайте предоставим слово Павлу. Я свою демонстрацию отключаю и даю право возможности для демонстрации. Елизавета Александровна, здравствуйте еще раз. Не подскажете, а может быть уже представители министерства, да, подключились, может быть мы им в первую очередь дадим слово? Я-то подожду, вдруг их, у них там время поджимает, еще чего-нибудь. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Хорошо, ладно, если что, вы меня прерывайте, я там, если что, смогу продолжить. Тогда сейчас расширю экран. Видно экран, он пока будет собран в таком режиме. Да, видно, все хорошо. Добрый день, уважаемые участники. Продолжу сейчас вебинар. Значит, мы предполагаем, что данный вебинар может быть как некий такой вводный, начальный, для того, чтобы как бы показать наш общий подход, да, то есть и общий подход нашей организации, мой личный подход как карьерного консультанта к теме профориентации, инклюзивного образования и трудоустройства. Вот. И в данном случае я бы хотел выступить таким неким навигатором, чтобы показать наш общий подход, и также показать, куда можно идти дальше с учетом наших принципов, основных подходов. Ну, в первую очередь хотел рассказать о перспективе. Если кто не знает, то кто знает, поставьте плюсики, пожалуйста, кто не знает, поставьте минусик в чат. Перспектива существует там порядка 26 лет. Вот, кучу всяких направлений, то есть это образование, инклюзивность, спорт, лидерские программы для тинейджеров, для подростков, театральная перспектива, трудоустройство, вот отдел, в котором я работаю, юридический отдел, даже международный кинофестиваль. То есть, на мой взгляд, это все, то есть мы по факту, миссия организации – это содействие равного, значит, доступа ко всем услугам, да, и полной самореализации человека с инвалидностью в этом мире, вот, ну и конкретно на территории России. Вот, соответственно, все это мы делаем также в партнерстве с Советом бизнеса по вопросам инвалидности, который мы также инициировали, да, то есть вот для отдела трудоустройства это крайне важная история, вот, то есть в него входит огромное количество разных компаний. Часть из них вы видите, что, возможно, как бы уже сейчас переименовались, то есть с некой ситуацией, да, вот, но при этом все еще часть там, может быть, закрылись, но все равно остаются там партнерами и предлагают самые разные услуги по там альтернативному обучению, по индивидуальному обучению, по трудоустройству в самые разные бизнесы, вот, ну и при этом приходят еще новые компании,
Вот, в общем, и все в таком партнерстве мы сейчас понимаем, насколько мы тоже им важны, потому что они благодаря партнерству с нами там выигрывают всякие там номинации интересные, там, значит, по теме инклюзии, там, например, при партнерстве HeadHunter, ну, то есть, и это все входит тоже в их отчетность по их деятельности. Вы знаете, что по деятельности компании, компания отчитывается не только по своей финансовой, но и не финансовой деятельности, и там отдельный пункт является инклюзия. Вы не поверите, но один из российских банков, пока не могу его называть, открыл ну, как бы отдельное свое подразделение, где уже там порядка 15 тысяч человек работают. Вот, и они проводили в своей компании тоже опросы на тему, подскажите, пожалуйста, какие направления социального, ну, вот для нашей корпоративной социальной ответственности вам были бы более интересны, и победила с большим таким преимуществом тема инклюзивное трудоустройство. То есть на самом деле компании уже давно верят в тему инклюзии, вот, ну и, в общем, не без наших усилий, скажем так. Вот, ну, немножко про организацию я рассказал, я чуть позже еще расскажу про какие отдельные у нас есть направления. Про себя немножко расскажу, что ну, более 12 лет опыта в сфере инклюзии, то есть занимался от индивидуального сопровождения, потом поддерживаем трудоустройством. Это в рамках проекта для людей с ментальными особенностями с особенностями развития интеллекта. Потом, соответственно, это тренинги уже про подготовки к финалу конкурса «Путь к карьере». Это трудоустройство в самые ну, крупные бизнес-компании наши, во всякие Сберы, там, ну, в общем, крупный бизнес. То есть это мое сейчас основное направление. Порядка в 5 регионах России я провожу такие тренинги. Ну и, соответственно, подключаю также тренинги для бизнес-компаний по этикету взаимодействия с людьми с инвалидностью, а также для государственных организаций. Ну, из таких вещей, которые, ну, могут быть вам как-то интересны, то, что я являюсь сертифицированным профконсультантом Центра при профориентации МГУ, сертификат коуча по теме как раз вот самоопределения, ну, дальше, может быть, не сильно интересно. Вот. Ну, а по теме инклюзии, то, что, соответственно, иногда также подключают к программам оценки, программы именно по трудоустройству, на различные международные конференции. Я участник российско-американской программы обмена опытом в сфере инклюзивного трудоустройства. Вот, там мы посетили 14 организаций, были на международной конференции в Вене, в Австрии. Вот, ну и последнее здесь еще не указано, в Узбекистане, вот, по-моему, в том году, что ли, мы ездили тоже, и видели, как там запускается вот сейчас тема инклюзии. Вот, ну и немножко расскажу, почему, да, какие ценности, да, то есть до того, как дальше мы пойдем, что для меня инклюзия все-таки это в первую очередь, она начинается с того, что у нас это с моих коллег, то есть у меня, значит, когда мы говорим про инклюзию, это не про то, что мы берем человека с инвалидностью и везде его пихаем. Вот. Для меня инклюзия – это когда меня окружают люди, которые успешнее во многом, там, чем я, значит, и при этом у них есть инвалидность. И вот эти вот истории, когда действительно человек, имеющий инвалидность, он достигает серьезных результатов, вот, то есть это норма, вот в моей жизни это норма. Меня окружают такие люди, я не знаю, их там человек 50, 150, может, там больше, вот, то есть с которыми я регулярно общаюсь, поэтому для меня инклюзия это не что-то там, это не про динозавра. То есть, насколько я помню, да, один из запросов, вот, который у вас был, это то, что, собственно говоря, люди в учебных заведениях, они, в принципе, не видят, да, людей с инвалидностью, и поэтому, как бы, понятно, что они не понимают, что с ними делать. То есть для них человек с инвалидностью – это как бы динозавр такой, вот, которого я там, если увижу, то, не знаю, там, скончаюсь на месте, вот, и не знаю, что с ним делать. Вот, то есть для меня и для тех, кто работает в нашей сфере, это, ну, то есть это не то, что норма, то есть это ну, как бы уже давным-давно решенный вопрос. Вот. Ну, немножко еще вернусь вот к этому слайду, где я буду возвращаться к теме медицинского благотворительного подхода и социального подхода к теме инклюзии. Значит, в медицинском подходе мы считаем, что проблема в человеке. То есть, например, если у нас мы говорим про инклюзивное образование или трудоустройство, мы говорим, ну, слушай, Васе не повезло, у Васи нету ручки. Соответственно, Васю мы лечили, вылечить не смогли. Соответственно, теперь, поскольку он вот такой вот, значит, ему необходимо какое-то специализированное учебное заведение. Вот. Благотворительный подход здесь, ну, еще, соответственно, какие ему нужны средства реабилитации. Соответственно, если человек на коляске, то есть поскольку в медицинском подходе, поскольку мы его вылечить не можем, то ему все время нужна какая-то помощь, коляска ему нужна такая, значит, с такими ручками, такими хорошими, что кто-то там, дяденька какой-то, его такой накачанный, таскал его, значит, по больнице.
Вот, соответственно, в благотворительном подходе мы исходим из того, что нам очень жалко человечка. Вот, нам очень жалко, что у него нету руки или у него есть определенные особенности. И тогда мы его из жалости берем в какую-то такую вот, ну, к себе, не знаю, на работу, на учебу. Вот, так бы мы его никогда бы не взяли, да, с такими оценками. Вот, но у него же есть инвалидность, поэтому мы его, значит, берем. Вот, ну и, соответственно, понятно, что к чему приводят эти истории, то есть как раз к тому, что все вокруг начинают ненавидеть человека с инвалидностью, когда вот такими подходами мы используем, то есть часто это когда руководство, как бы без понимания темы инклюзии, да, говорит, давайте теперь раньше мы запрещали, то есть вот чем медицинский еще отличается, да, подход, тем, что приходит такой негласный приказ не брать человека с инвалидностью на какие-то там программы. Ну, не брать и все. Вот. А благотворительный подход, наоборот, негласный приказ, нельзя отказывать человеку с инвалидностью, берем независимо от его успеваемости. Вот. Ну и, соответственно, социальный подход в том, что проблема не в человеке, да, а в среде. То есть если наша задача максимально создать ту среду, при которой человек может без какой-то посторонней помощи, ну, если это только не специалист определенный, да, ну, реализовывать себя. То есть то есть если проблема в том, что он плохо слышит, да, ну, недостаточно слышит, то здесь нам нужен хороший слуховой аппарат, да, там. Если у нас коляска, то эта коляска не такая, чтобы нас кто-то там таскал, да, а это коляска, когда активного типа, которая, во-первых, требует, ну, во-первых, там, конечно, другие там сложности с темой покупки, да, этой коляски, но также требует определенных навыков, потому что в обычной коляской пользоваться легко и просто всем, значит, тебя таскают, ты сидишь, ничего не делаешь, вот, а коляска активного типа, там уже нужно тренироваться, да, то есть, чтобы на ней и пользоваться. Вот, ну и, соответственно, наш подход такой, чтобы мы всячески помогали вот, то есть достижение, на самом деле, настоящей инклюзии – это большой труд. Вот, и, значит, ну, для примера, вот, когда мы были в одном из университетов, да, Сан-Франциско, значит, мы идем на экскурсии, да, и нас там обгоняет через соседнюю дорожку незрячий человек с палочкой. То есть он фактически бежит вот с этой тростью, вот, но, или там практически, ну, там, достаточно часто мы видели людей на колясках, да, еще что-то такое мы видели. Вот, но на секундочку, в отделе инклюзивного там образования, да, чтобы сделать эту всю классную инклюзию, там работают 28 штатных сотрудников. То есть на самом деле это такой достаточно серьезный труд. Вот, ну, сегодня мы поговорим тоже о том, как сделать все-таки это тоже, скажем так, доступными. Вот, ну и здесь еще вот сверху указал, что для меня вот тема там, что, ну, вот железобетонные аргументы и факты, например, мне говорят там про работу или про учебу, как же он будет ездить, у него же там, например, ножки нет, да, ну, например, нет ноги реального человека, да, он пользуется тростью, да, там, или определенными там, ходунками. Вот, у нас вот такие примеры вокруг меня, то есть наш юрист, значит, которому я сейчас скажу, что он нам там посоветовал по поводу помощи вам, да, вот, это человек, у которого одна нога и нет двух рук. Вот, и при этом человек, значит, живет в Подмосковье, там, под Звенигородом, и там значит, и пользуются тремя видами транспорта, чтобы ежедневно добираться до работы. То есть, понимаете, когда у вас есть такие друзья и знакомые, которые работают, да, то, соответственно, у нас многие вопросы там с нами снимаются сами по себе. Значит, если вот ответить на некоторые вопросы, которые, кстати, ну, сейчас недалеко уходя от юристов, значит, по поводу значит, конкретных специфических вопросов. Наши юристы сказали так, что, Паша, все вопросы очень интересные. Значит, например, не выдают аттестат по окончанию, выдают свидетельство об окончании. Значит, какие есть гарантии и так далее. Вот я уже слышал, что Елизавета Александровна говорила, что у вас есть, да, определенный пул юристов, да, проект, который открывается. Вот. Также вот, ну, в роли перспективы тоже можете пользоваться, пожалуйста. Значит, Inclusion 24, можете даже по-русски написать. Соответственно, заходите и подаете там, это, соответственно, там тоже наши юристы, наш портал, вот этот, как бы это наша организация создала. Вот пишите свой индивидуальный запрос. Вот. И здесь очень важно, потому что, ну, как сказать, для меня вот тоже в моем подходе очень важно, как бы на всякий случай пользоваться услугами, может быть, ну, получить ответ от нескольких специалистов, экспертов, вот, и я понимаю, что вот, например, очень важна практика ваша местная, да, например,
вот куда конкретно идти, да, в какой вуз. Вот, и у вас наработанность практика, наработанные ходы. Вот, но в некоторых случаях, я, знаете, как бы, если работать в интересах ребенка, ну, в интересах абитуриента, если говорить правильно, да, то хорошо бы еще где-нибудь что-нибудь поспрашивать. То есть по факту, когда у вас есть несколько вариантов консультаций, вы уже можете как-то подготовленно прийти. Вот, то есть я не знаю, насколько там у вас это все как бы работает. Вот может ли быть так, что они думают, ну, там, раз у нас разница с Москвой там -6, то, соответственно, какие-то законы местные мы можем там свои придумывать и не подчинять их федеральным, например, да, там, которые не согласуются с федеральным законодательством. В общем, здесь очень хорошо бы, да, получить определенные тоже, значит, ну, какую-то консультацию. По поводу, значит, вопросов, касающихся лиц с нарушением развития интеллекта, очень рекомендую, это тоже наша же организация, то есть только отдельное подразделение, вот, это филиал тоже международной организации «Лучшие друзья», которые вот именно направлены на поддержку вот этой категории лиц. Вот, в основном, конечно, они практикуются по теме организации программ, как бы наставничества, развития лидерских навыков среди этих людей и получения работы. Вот. В данном случае вот эти специалисты, которые, вот это направление, которое, когда люди с нарушениями развития интеллекта начинают работу, это уже называется поддерживаемое трудоустройство. То есть это отдельное такое понятие. Я тоже там начинал в свое время вот в практике по этому направлению. Поэтому вот очень рекомендую. То есть у нас один и тот же телефон, как и у Рои Перспектива. Вот, и по каким-то вопросам вы можете обратиться туда, уточнить у них. То есть здесь, возможно, значит, какие-то консультации, часть от них, часть получить от юристов, да. Вот. Что еще? Ну вот по поводу отдела инклюзии, вот напишите, пожалуйста, если у вас, например, вот был ли у вас в школе, я просто не знаю, там в разных городах, в разных регионах очень разный уровень вот развития инклюзии, если у вас в школе учитель с инвалидностью, да, вот, ну для примера могу сказать, что вот как мы меняем, ну, как бы мнение об инклюзии. Например, представитель Совета бизнеса по вопросам инвалидности, одна из, это руководитель HR крупной компании международной, когда она выбирала детский садик для своего ребенка без инвалидности, она специально искала инклюзивный детский сад. То есть представляете, до чего доводит вот настоящая, как бы, да, инклюзия, настоящие профессиональные услуги, что когда родители считают, что это VIP такая возможность отдать своего ребенка именно в инклюзивный детский сад, где все вот, ну, сделано для всех на равных. То есть это многие, я знаю, что ну, как бы у меня близкие родственники, да, они мне наоборот рассказывают кошмарные истории, да, то есть когда берут человека с определенной инвалидностью и там приводят ну, к серьезным каким-то уже как это, ситуации различной опасности для других людей, а с ним не могут ничего сделать, не дают ему никакого специалиста, чтобы с ним поработать, как раз из-за того, что вот они относятся к этому человеку как к благотворительному такому подходу, что, ну, что мы можем сделать, да, вот, ну, а вдруг мы его исключим, или там, ну, то есть, ну, это непонимание, чего надо делать, вот, и поэтому, на самом деле, страдают все, а у всех же этих детей, да, у них есть мама и папа, которые потом приходят на работу, и при слове инклюзии у них начинается инфаркт, и они говорят, ни в коем случае не бери таких на работу и так далее. Вот, по поводу, значит, я понимаю, что в тех городах, где с инклюзией очень сильно плохо, вот, по там некоторым там, да, показателям, значит, ну, лично у нас мы рекомендуем всячески использовать какие-то либо дистанционные программы, да, когда, ну, там, нашими, в том числе, партнерами из бизнеса, которые проводят тренинги, либо искать представителей собственного бизнеса. И здесь как раз вот тема инвалидности для ваших детей, она становится, на самом деле, вот здесь ее можно спокойно применять. То есть здесь благотворительный подход состоит не в том, что давай, значит, вот у ребенка есть инвалидность, давай мы его возьмем на работу, он ничего не будет там делать. Благотворительность состоит в том, что могут предлагать определенные тренинги проводить на развитие деловых качеств, деловые игры, какие-то форматы оценки проводить для детей,
которые никогда бы на бесплатной основе и даже на платной компании не проводят. То есть какие-нибудь там Сбербанки, МТС. МТС сейчас, кстати, очень классно там развился в плане там всяких инклюзивных историй. Вот, различные, ну, там, крупные компании, они на самом деле, если вы придете и предложите им, а можете вот нам провести тренинг по тайм-менеджменту, например, еще почему-то. То есть таким образом, вот, развивая какие-то лидерские качества среди подростков, вот с вас снимется одна очень важная такая проблема, это незнание, чего с ними делать. Потому что если ребенок не начнет, значит, осознавать, там, не знаю, свои потребности, мечтать, если он, то есть для того, чтобы все было, чтобы он был успешным, хорошо бы, чтобы его окружали тоже люди, достаточно весьма успешные. Вот. И, значит, вот у нас, например, есть профориентационный лидерский лагерь, где как раз, ну, там, например, со всей страны собираются ребята на неделю или на две, и там как раз тренеры приезжают из бизнеса. Вот. И, конечно, там, не знаю, там еще 14-15 лет у них уже есть свои мечты. Вот. У них, к ним приезжают успешные люди с инвалидностью, которые сами, не знаю, поступили в учебное заведение, заработали себе на машины, на квартиры. Вот, и рассказывают, как им было там, ну, тяжело, и что они с этим делали, да, там, незрячие, например, подростки наши и так далее. Вот, то есть, на самом деле, вот эти вот направления, они, конечно, очень сильно важны. Вот, по теме различных пользования различными средствами реабилитации, вот здесь уже звучал вопрос по поводу, например, по поводу эпилепсии. Вот, ну, может быть, мой ответ здесь будет не сильно такой, да, прямой, здесь нужно уточнять значит, у специалистов, ну, там, в том числе, значит, в чем здесь проблема? В том, что карьерный консультант, который действительно хочет помочь, да, человеку с инвалидностью, он, к сожалению, должен работать больше, чем все специалисты, да, которые раньше работали с этим ребенком. То есть я, например, ко мне обращается мама недавно и говорит, вы знаете, вот у меня, у ребенка, он сейчас закончил колледж, у него, говорит, шизофрения. Подскажите, пожалуйста, как бы, что бы вы ему посоветовали? Вот. И, в принципе, шизофрения – это как бы к нашему отделу, к отделу трудоустройства. Вот. И вот у меня один из последних хороших кейсов, это, значит, в том году, по-моему, один из старших следователей по особо важным делам города Москвы, он получил как бы инвалидность, связанную с шизофренией, и после реабилитации как раз вот к нам обратился, и я, соответственно, сопровождал его вот на первых шагах по получению первого места работы. То есть, в принципе, отлично понимаю, что это такое. Вот. И звоню маме, уточнить насчет встречи, берет трубку сын, и по 2-3 его словам я понимаю, что это не шизофрения, да. То есть, оказывается, да, когда начали дальше разбираться, оказывается, что просто мама для того, чтобы человек, ну, сын поступил в колледж, значит, она попросила, видимо, как-то, да, изменить диагноз, что там с задержки развития, ей не нравится категорически этот диагноз, попросила поставить шизофрению. Но в итоге ребенок как бы ходил, ему ставили там просто так оценки, вот, ну, по факту мало чему учился. И на выходе мы не можем сказать, что он чего-то там сильно такое умеет. Вот, при этом, если бы, может быть, он бы попал в среду, где у него был действительно там специалист, индивидуальный наставник, который бы помогал ему, да, как-то развивать определенные свои профессиональные качества, пусть это не называется там какой-то открытый, ну, там, не знаю, колледж, где он не получает на самом деле. Вот здесь мы, опять же, тоже нарушаем его права, потому что он может не воспринимать просто эту информацию. То есть таким образом мы не решили вопрос вот этого инклюзивного трудоустройства или инклюзивного образования. То есть вот как бы если я, например, не знаю узбекский язык, да, я буду учиться в узбекском колледже, то я ничего там не пойму. Соответственно, если у меня будет какой-то переводчик, причем я не пойму, даже если у меня есть к этому способности, понимаете? Вот. И люди с различными особенностями развития интеллекта на самом деле могут очень работать намного продуктивнее людей без инвалидности по определенным направлениям. Вот. Но при должном подходе, значит, при помощи этих ну, специалистов. Кстати, если есть возможности, можете тоже писать вопросы. Я так понимаю, что мне уже надо будет постепенно как бы заканчивать. Но вот видите, я 12 лет работаю вот в сфере инклюзивного трудоустройства, у меня есть опыт, я знаю, как складывается судьба многих людей из разных регионов страны,
значит, в том числе там про непрофильное образование. Я вот вам хотел привести пример, ну, про высшее образование и про среднеспециальное образование. Значит, долгое время если говорить про среднеспециальное образование, то мы партнеримся с Михайловским экономическим колледжем-интернатом. Это тоже, получается, ну, скажем так, это специализированный такой вуз, скорее он создан как для людей с инвалидностью, вот, в Рязанской области. Вот, но там еще могут учиться люди без инвалидности. Так вот, что они сделали? Для того, чтобы как-то выходить, ну, то есть сделать из людей конкурентоспособных, то есть сделать это образование хоть как-то конкурентоспособными, значит, они партнерятся с классными, там, с разными работодателями. До последнего времени это был Ситибанк. Вот, соответственно, мы там проводили регулярные тренинги. Вот. И со всей России, например, туда приезжают ребята, и вот, ну, иногда для некоторых особо таких классных групп мы проводим там тренинги, там, например, для 15, для 20 человек. Вот. И мы видим, как вот из ребят, которые на самом деле учатся некоторые весьма вольготно, вот, мы там за 4-5 дней очного тренинга делаем таких специалистов, которые, ну, скажем так, начинаются наконец-то сомневаться в том, что если они будут такими же, ну, например, не сильно там хорошо учиться, то у них будет хорошее будущее, да. То есть, например, я люблю всякие такие задачки задавать. Вот у нас есть, например, для выпускной группы бухгалтеров я задавал такую задачку, что подскажите, пожалуйста, вот если зарплата, ну, на руки у человека должна быть 100 тысяч, ну, например, да, все расходы организации там 20 тысяч, ну, точнее, 20% от этой зарплаты, то какая должна быть черная зарплата, ну, указана, да, то есть, ну, в общем-то, такие вполне простая, понятная задача, вот, ну, в общем, из группы там в 15 человек ни один не ответил правильно, даже после 5-й попытки. Вот, и вся группа убеждалась, что там эта грязная зарплата должна быть 120 тысяч. Вот, и только после расчетов, да, то есть когда я даже просил, да, пожалуйста, проверьте, да, насколько это так, проверочными действиями, все равно как бы стояли на своем. Вот, ну, в общем, после того, как прописывали уже на доске, как это все работает, то есть воцарилась такая гробовая тишина в группе из 15 человек выпускной специальности, да, там, по бухгалтерии. Вот, в этом плане, то есть очень важно вовремя давать ребятам некую такую вот ледяную, не знаю, как это, душ, да, то есть не говорить, что, вы знаете, у вас все хорошо, потому что, ну, не знаю, вы уже там получаете образование, то есть как-то погружать в реальные кейсы, вот, то есть следить за тем, зачем, ну, родители не всегда следят, преподаватели иногда, да, тоже спускают. Например, когда мы ведем урок, у одной девушки регулярно падала трость, то есть с таким хлестко так падает, при этом все вскакивают, ну, там, те, кто сидят, очень сильно вздрагивают, вот, и по факту вот что это? Вот это проявление инвалидности или это просто человеку как бы, ну, он считает, что это нормально, что у него падает трость, потому что он человек с инвалидностью. Вот, ему все прощают. Ну, мы там, не знаю, за 15 минут после проведения определенной работы, даже меньше, вот, сделали так, чтобы больше вот этот человек понимал, что самое страшное, что может произойти сегодня на занятии, это у него пойдет трость. Вот, это был такой план минимум. Вот, он пойдет, там будет слушать наше задание из зала, из соседнего зала, или там, не знаю, мы там какой-нибудь скотчем примотаем какие-нибудь поролонки, чтобы это так не пугало, да. Понимаем, что это как бы совсем такая, ну, может быть, экзекуция показать, но, к сожалению, многие истории про поступление человека с инвалидностью в ВУЗ, в учебное заведение или на работу не проходят только из-за таких мелочей. Вот. Отдельная боль – это про то, что, например, ну, некоторые ребята, приходя на наши занятия, забывают батарейки для слуховых аппаратов, да, то есть они садятся и не слышат ничего. Вот, тоже приучаем к таким вещам. Вот, то есть это, ну, чьи это? Получается, что человек вот до 22 лет дожил и считает это нормально. Кто-то вот до сих пор приходит к нам на занятие человек, мы ему что-то говорим, а мы понимаем, что он не слышит. Я говорю моей коллеге, а может быть мы позовем, почему у нас нету переводчика русского жестового языка? Она говорит, а так он же его не знает, он пользуется слуховыми аппаратами. Мне надо ему сказать, чтобы он одел эти слуховые аппараты, вот, и получается, что человек до сих пор, да, вот, как бы живя, ну и хотя там, да, поступать на работу в крупной компании, бизнес,
до сих пор живет в мире, где, оказывается, ему другой человек должен сказать: а не хотел бы ты одеть свои слуховые аппараты, потому что я с тобой разговариваю. Вот, ну, то есть вот, значит, скажем так, вот такие вот нюансы. По поводу кейсов еще, наверное, хотел рассказать, что по поводу обучения в колледжах. Э, Я не знаю, чем, кстати говоря, если у вас есть вопросы по поводу именно доступной среды в ВУЗе, то у нас есть отдельный, ну, соответственно, отдел, называется универсальный дизайн, который как раз занимается темой обеспечения доступности, и вы можете тоже там проконсультироваться по поводу, значит, вот, доступности, что делать в таком случае. Вот. Так, сейчас, извините, сейчас немножко посмотрю перечень. Знаете, наверное, что еще хотел сказать по поводу тестов. То есть, поскольку частично у нас здесь тема была тоже по поводу тестов, по поводу профориентации, я бы два таких момента рассказал. Это про бесплатные тесты на сайте Центра тестирования и развития гуманитарной технологии. Здесь вот есть бесплатные тесты по определению, например, колледж или вуз, личностной профессии, профперспектива. То есть это те, значит, тесты, которые вы можете бесплатно пройти. Вот, а также я бы рекомендовал еще, ну, тем, у кого есть желание и возможность, пройти тест на портале HeadHunter, значит, где там есть платное тестирование, по-моему, всего 600 рублей, но тоже весьма качественное. Сейчас я скрыл чат, я пока что-то не могу его найти. Сейчас я его найду. Сейчас, сори, хотел отправить. Вот, сори. Так, вот это вот тест, соответственно, на тестирование при МГУ. Вот, на всякий случай, соответственно, есть ссылка, дам сейчас ссылку на фонд, соответственно, тоже наш же фонд, касающийся помощи, благотворительный фонд поддержки лиц с нарушением развития интеллекта. Значит, еще ссылка, наверное, на сайт Inclusion24. То есть вот на этом сайте, где консультируют наши юристы, вы можете посмотреть, как раз получить бесплатную помощь по там, вот, обжаловать заключение по МПК, выбор формы обучения, оформление надомного обучения, инклюзивное образование и так далее. То есть тоже можете здесь получить определенные услуги. Вот. Если у меня есть еще время, я бы еще, наверное, один кейс рассказал по поводу, что делать, когда у человека непрофильное обучение. Вот, может быть, постараюсь за Да, 5 время минут это есть. сделать. Ну, вот был вот такой кейс, то есть, соответственно, вот один из доступных тоже вузов для людей с инвалидностью, тоже со всей стороны. Я извиняюсь, что я привожу именно такие примеры для, не знаю, для страха и ужаса своего. Я вот чего обнаружил, например, на сайте МГУ я зашел в раздел «Доступная среда», и тут, конечно, прям пиршество, значит, различных фактов. Например, если вы зайдете и посмотрите, ну, то есть забьете «Доступная среда МГУ», вот, здесь прямо есть такие, вот видите, написано не приспособлен, а в некоторых учебных корпусах написано имеется пандусу, туалет для инвалидов, широкий лифт и так далее. То есть с одной стороны, они очень классно к этому подошли, вот, а с другой стороны, значит, например, я видел, что там, например, столовая недоступна, да, ну, значит, или еще какие-то такие вот объекты. Но, в общем, все равно в любом случае можно все-таки звонить и спрашивать, да, то есть какие специальности полностью доступны и что делать, если там частично недоступно. Может быть, там дистанционное образование, да, как-то хотя бы один курс, да, на дистанте можно будет пройти. Ну, кейс вот соискателя из Тувы, он приехал как раз учиться в МГГЭУ, вот, и было следующие у нас входные данные, то есть студент первого курса, информатика, и ему нужны были деньги, а его брали на работу только вот раздатчиком флаеров у метро. Вот, ну, значит, цель у него была, соответственно, получение оплачиваемой работы именно по специальности информационной технологии.
Вот, проблема, с которой он столкнулся, это, во-первых, дискриминация по инвалидности, инвалидность ДЦП, отсутствие навыков, и он еще считал, что все-таки по национальности, то есть вот полное его имя Белек Намчил Оол, то есть все-таки он считал, что, ну, значит, тоже и это дело имеет, скажем так, некий вес, и поэтому откликов, то есть он рассылал огромное количество предложений о стажировке, о работе, но получал 0 откликов. Значит, что мы с ним сделали? Первое, мы определили, что у человека все-таки есть время, есть сильное желание, да, значит, ну, стать, как бы, вот, ну, развиться в этой сфере. Вот, и я ему предложил вообще, ну, как бы, написать в резюме, что он готов к бесплатной работе. Бесплатно поработать на 1 неделю, например, или на 2 недели по IT. Вот, соответственно, мы исправили ему это резюме, отправили по работодателям. Соответственно, его там в первые же 2 дня пригласили на несколько собеседований. Вот, где он поработал, действительно, по-моему, 2 недели бесплатно. После этого, естественно, это все уже попало в его резюме. А один из работодателей сказал, что он хочет продолжить с ним сотрудничество уже на платной основе. То есть таким образом человек получил первое место работы. Вот, а дальше уже человек принял участие через какое-то время в конкурсе «Путь к карьере». Это как раз вот тот конкурс, о котором я рассказывал, который в нескольких регионах мы проводим. Значит, где я тоже ввел его подготовку, где, ну, собственно, ну, не я за него делал, да, а как бы, в общем-то, давал ему какие-то, ну, вопросы задавал, то есть, например, какие могут быть у тебя проблемы? Он говорит, ну, никто не может запомнить, как меня зовут. Соответственно, он сам потом предлагал интересные решения, как обыграть свое имя, вот, что, оказывается, есть такой город, по-моему, где-то в Анталии, ну, я сейчас боюсь, да, там, или в Турции, по-моему, вот. Ну, и в итоге там он победил в лучшей самопрезентации. И чем это все закончилось, что он, кстати, во время обучения, сейчас вам покажу вот еще реальный пример, вот когда человек делает тест, это был как бы тест именно на HeadHunter, он понял, что на самом деле его интересует не IT, а управление персоналом и обучение. И он задал именно такой вектор на своей самопрезентации. В результате, и он сказал, мне было бы интересно работа в банках. Вот. Ну и все, значит, после завершения конкурса мы ехали там на экскурсию вот, совместно с этими ребятами, с участниками в Коломну. Мы едем как раз с Белеком в одной машине, и ему поступает звонок. Он берет трубку, говорит, там, ну, задает какие-то вопросы, потом говорит, нет, мне это не интересно. Ну, и все, как бы сбрасывает звонок. Мы спрашиваем, а кто-то звонил? Он говорит, это был Ситибанк, который предлагал ему как раз работу в управлении персоналом. Мы спрашиваем, а почему ты отказал? Он говорит, а это уже 4-е предложение у меня от банков. Вот, и я, скорее всего, буду работать там в другом банке, в Unicredit банке, тоже в управлении персоналом. Вот, то есть таким образом, ну, для меня инклюзия это то, что когда человек в результате не ему отказывает, а он отказывает, да, каким-то, в том числе крупным компаниям. Вот, ну, еще маленькую штучку расскажу, что вот, например, Артур Занулин, человек с 5% зрением, который поступил в Российскую экономическую школу, вот, он с чем столкнулся? У него, поскольку такое низкое зрение, не все программы, а ВУЗ не сделал все программы доступными для людей. Ну, значит, там есть математические формулы, которые недоступны для программ экранного доступа. Так, чего сделал Артур? Значит, он нашел человека через сайты фриланса, который в Бангладеше за $2 в час переводил ему, озвучивал эти вот математические формулы на английском языке. Вот, ну, потому что там часть образования была на английском языке, вот, в Москве. Вот, ну и таким образом ему удалось самому себе сделать эту самую доступную среду. Соответственно, после этого, вот, после того, как он тоже закончил наш вот конкурс, он получил сразу же несколько предложений от Альфа-банка, финансового аналитика, в консалтинговую компанию, в Большую Четверку он тоже там потом поработал, а потом вообще уехал там на обучение в Голландию. То есть, причем человек действительно пользуется тростью, значит, ну вот такая вот мотивация вот у него есть. Коллеги, спасибо вам большое. Наверное, мое время совсем истекло. Если есть какие-то вопросы, то буду рад на них ответить. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересный опыт. Ну, то есть, если я правильно понимаю, вы сосредоточены на помощи, ну, вот, то есть к вам может обратиться любой человек,
которого есть вопросы для того, чтобы вот решить как-то, да, конкретно, точечно, например, вот там, найти работу. Да, то есть дистанционно, вот юристы у нас по всей России работают. Да, не сказал по поводу стажировок различных, да. То есть если даже ребенок, ну, например, он учится у вас там на маркетинге или там на какой-то, на бухгалтера учится, даже пусть это не инклюзивный вуз, например, для людей с инвалидностью только, все равно мы можем, то есть подключаясь к нашим программам, например, карьерные перспективы, программа наставничества, можем подобрать просто наставника из бизнеса компании, и они будут разрабатывать какой-то свой кейс. То есть, например, он учится там себе, вот, и считает, что он все знает, вот, что там, если зарплата на руки 100 тысяч, значит, налоги 20, то должно быть 120. Тут ему представляется какой-то, ну, наставник из бизнеса, который там какой-то кейс решает, и человека постепенно начинает там подтягивать. То есть, ну, вот, ну, значит, конечно, если честно, хотелось бы, чтобы и преподаватели тоже сами там как-то подтягивались, потому что, ну, в вузах и в СУЗах. Вот, но вот такие тоже решения могут быть, и, ну, это на самом деле очень сильное влияние. Кстати говоря, не обязательно это на нас ориентироваться. Дело в том, что за счет вот того, что ребята с инвалидностью, это, ну, скажем так, под них очень легко искать партнерство, ну, фондам различным. Вот, инклюзия сейчас действительно в некоторых компаниях очень модная становится, то очень классно, если у вас будут местные компании, местные HR будут проводить оценку персонала, деловые игры, вот в колледже, например, значит, просто проведут какой-то, ну, тренинг или для бухгалтеров какую-то одну интересную, там, один кейс возьмут. То есть таким образом мы резко повышаем мотивацию людей. То есть среди их сверстников мы все наши программы делаем так, чтобы все сверстники без инвалидности завидовали людям с инвалидностью. То есть прям вот серьезно. Вот, и чтобы они понимали, что если бы, вот, к сожалению, им эти услуги недоступны, им недоступен личный наставник из топовой компании, из МТС какой-нибудь, потому что у него нет инвалидности. Вот, ну, в общем, ну, еще момент, не знаю, сейчас очень классная история возникла насчет альтернативного квотирования. То есть, если у вас есть компании, которые не выполняют, да, квоты, потрясающая вообще вещь, там, вплоть до того, что можно своих же вот, ну, людей, детей, да, с инвалидностью устраивать к себе, там, любой ИП, ООО или НКО могут устроить. Он, например, хочет быть маркетологом, ему можно к себе устроить маркетологом, давать ему какие-то реальные задачи, а зарплаты будут компенсировать, ну, вот эта компания, которая не выполняет квоты. В общем, ну, короче Да, у говоря, нас вот сейчас... недавно только наша всероссийская организация ВАИ, Да. Всероссийская организация инвалидов, вот нас информировала об этом. То есть мы вот планируем тоже сделать свод, потому что не совсем понятно, в какой момент времени у нас вот сложность, потому что, допустим, ну, по статистике у нас вот студентов в СПО в колледжах по всей территории республики 26 или 25 тысяч. И из них всего менее 1,5% людей с инвалидностью. То есть как бы возникает вопрос, куда они деваются, как их правильно девать, и все-таки невозможно сказать, что это только недоработка системы, то есть это и низкая, ну, мотивационная какая-то заинтересованность родителей, вот, поэтому думаю, что предстоит нам много вопросов, но вот кейсы, которые мы вам отправили, они все достаточно вот с того города нашей республики, как раз-таки, где есть вот ну вот опорное учреждение по вот инклюзивному образованию, как бы, да, и вот, как бы вот, поэтому есть вопросы, которые нужно решать. Спасибо большое. Все ссылки я сохранила, мы запись выгрузим на YouTube, обязательно отправим ссылку вам и всем тем, кто зарегистрировался. Будем надеяться, что также поступит еще дополнительная обратная связь, на которую мы сможем ответить. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы, на которые мы могли бы ответить? Если вопросов нет, я тогда, с вашего позволения,